В библиотеке имени Гаспринского почтили память крымско-татарского писателя, журналиста, литературоведа Резы Фазыла. 30 мая ему исполнилось бы 95 лет. На мероприятие собрались коллеги, журналисты, общественные деятели, родственники писателя. Реза Фазыл внес яркий, богатый, многогранный вклад в сокровищницу современной литературы. Он всей душой болел за сохранение и развитие родного языка. Реза Фазыл болмаған olsa, bizim edebiyatımız elbette bu derecede olmasaydı. O gayet geniş bilgili, intellektual surette yüksek seviyede durgan vatanperver insan. Rizaga geçingende mağa onun ölümü bek tesir etti. Men çok vakitler özüme kelip olamadım. Men bellesem bizim ebed fenerimiz sönmedi. Çırağımız gene yana. Çünkü Rizaga'nın eserleri bugün de bugün dünyanı yaratıp duralar. Erciyetten bizge bir numune insan olarak biz onu tanıdık, bildik, gördük. Riza Fazıl hakikaten terin bilgili, böyle bütün işlerde teşebbüskar, pek de böyle bir sağ duygulu insan idi. Edebiyatımızını da, tilimizni de yaxşı bilgen bir insan idi. Riza Fazıl özünün icadıyla, böyle bir edebiyatın terin öğrenimiyle bizim edebiyatımızga pek salmaklı bir zengin hisse koştu. Edebiyatta onun biz bir vakit unutulmaz onun adı. Çünkü o pek büyük işler yapıp geldi, geçti. Реза Фазыл родился 30 мая 1929 года в селе Барын Карасу-Базарского района. С 1965 по 1980 годы работал переводчиком в первой, издаваемой на крымско-татарском языке в Ташкенте газете «Ленин Байрагам». Затем заведующим отделом поэзии в журнале «Йылдыз». В 1970 году вышел первый сборник его стихов под названием «Наврез». Поклонники таланта Резы Фазыла отметили, как проникновенно он мог писать и тронуть своими произведениями. Та Өзбекстанда яшаганда Реза Фазылның «Аналар яша экенде» деген китабы чыкты да. Мен пек арзу эткен едім бұл китапны тапмага. Аяжан анам. И бұл китапны башынан соңына же оқып чықып, пек арзу эткен едім бұл кішімнен таныш олмаға. Мына Қысметолла Қырымға қайтқан соң, пек яқын еді, біздер қатынышайдық. Ол кішім бізге келейді мұсафірлікке. Пек авескар, яқшы емеклер ашамаға севейді. Менің қабеп шүргенім пек севейді ғарып. Оле пек ажайып бір инсан еді. Среди гостей вечера дочь Резы Фазыла Айдан Фазыл. Она рассказала, как отец каждый день своим примером показывал лучшие человеческие качества и был примером во всем. Он был добрым. Он был достаточно демократичным. Он был спокойным. Никогда не давил на нас, как детей. Вот мы росли, наверное, можно сказать, сами выбирая свой путь в жизни. Он был очень работоспособный, трудоголик, можно сказать, даже был. До последних дней, до последней ночи, так сказать, перед тем, как инсульт получил, специально ничего не прививал и не объяснял. Скорее, его жизнь служила как бы матрицей для нас, детей. А жил он, как и многие из того поколения, по принципу «если не я, то кто же?». Причем это «если не я» ради чего? Ради народа. Вот все, что мог, все делалось ради народа. Реза Фазыл – один из лучших знатоков крымско-татарского фольклора. В 1970-х он составил сборник пословиц и поговорок крымских татар «Кайда бірлек, анда тірілек». Благодаря неиссякаемой творческой энергии Резы Фазыла вышел в свет двухтомник стихов выдающегося крымско-татарского поэта XVII века Ашика Умера. Впервые в истории Реза Фазыл осуществил перевод Корана на крымско-татарский язык. Его книги «Буйраңыз дуага» и «Юзбар дуа», посвященные традициям нашего народа с текстами молитв, сегодня имеют огромную популярность в народе. Реза Фазыл ушел из жизни 26 ноября 2016 года.